Здравствуйте, дорогие друзья, дорогие спасатели. Вот, казалось бы, обычные кадры. Собака ест, собака играет, бегает. Но мы-то знаем, что спасли этого бездомного бедолагу от гибели, вытащили из ада. И нам есть чему радоваться. Белый карткалап Гена Геннадий Петрович, когда-то скитавшийся по городу Якутску, потом попавший в ППЖ, ведь там все дороги ведут в ППЖ, покоцанный или порванный, в шрамах, опухший после операции, на ногах покраснения, как пролежни. В таком состоянии он коротал свое жалкое существование у будки на метровой цепи. Жалким он был, хотя по натуре боец. Забрали мы его тогда. Не могу сказать, что он быстро пристроился. 1,5 года прошло на передержке до того момента, когда нашли ему семью. Геннадий парень с характером. Сам выбирал, с кем ему дружить, а с кем нет. Но, наконец-то, он в семье. Единственный, любимый и желанный. И теперь он главный хозяин дома. Пусть будет счастлив малыш и мир его дому. Щеночек Пеппи. Этого милого ребенка привезла девушка и сдала в ППЖ, не вникая и не переживая, выживет ли он там. Конечно бы не выжил, слишком мал и не те условия. Щенка спас случай. В это утро в ППЖ приехала волонтер Татьяна. Приехала за другими собачками, приехала из Москвы. Она забрала и его тоже. А вскоре он прилетел в Москву ко мне, чтобы еще через 2 месяца быть выбранным в семью в Германию. И вот малыш уехал. Я благодарю Ирину, которая приняла участие в судьбе малыша и помогла найти ему семью. Будь счастлив, малыш, ты это заслужил. Ирина, спасибо большое.
Девочка Синди, спасенная из пресловутого ангара в январе и прилетевшая в Москву в марте. Это те собаки, можно сказать, чудом спасенные, чудом вырванные от смерти. Спасенные тогда, когда всех вокруг убивали. И в ангаре Том тоже. Ну вот, она в числе спасенных. Такие собаки, а они все такие, особенно дороги. Им хочется пожелать долгой, счастливой жизни. Собаки, прошедшие все ужасы от человеческих рук. И спасибо им, что они умеют прощать и не помнить плохое. И продолжать любить человека. И еще одна горемыка, каштанка. Заметила ее наша волонтер Тамара на передержке у Игоря. В вольере сидела жалкая собачка с ведром на голове. По-другому ей нельзя. Раздирала в кровь свои ножки задние, и любой воротник разбивала о будку, о вольер. Лечение не помогало. Это жизнь на антидепрессантах, на успокоительных, регулярные таблетки. Психика нарушена из-за прошлой жизни, видимо, и плохого содержания у плохих хозяев. И вот после ролика о ней ее заметила Людмила из Германии. После нашего общения она решила ее забрать, попробовать вылечить или хотя бы создать хорошие условия для ее жизни. Итак, начались сборы, подготовка. В начале января каштанка прилетела в Москву, где мы подлечивали ее окровавленные ножки под наблюдением дерматолога и невролога. А в конце января каштанка уехала в семью Людмилы. Много, и они там прошли с ней испытаний. Это врачи, способы лечения, это деньги. Я благодарю Людмилу за мужество взять проблемную собачку в семью, тратить много времени и сил для восстановления и поддержания ее здоровья. Ведь только когда соприкасаешься с проблемой, начинаешь понимать масштабы бедствия. Ей даже домик построили, чтобы ей было комфортно. Она лучше себя чувствует, когда она на природе, на травке, не в квартире. Людмила, огромное, огромное спасибо за титанический труд и терпение. История Нюры никого не оставила равнодушным. Спасали мы ее перед Новым годом. Что с ней делали и в каких условиях жила, мы не узнаем. Но к нам приехал абсолютно дикий зверек.
не признающие человека. Конечно же, мы очень благодарны семье Натальи, решившей взять Нюрочку. Живут они в Великом Новгороде. Трудностей было много, очень. Но вот мы видим, как оттаивает наша малышка. Сердечная благодарность Наталье и ее семье и пожелание только здоровья и терпения. Надеемся, что все в итоге сложится хорошо. Всем привет из Великого Новгорода. Это Нюрочка, правда мы ее назвали Микки. Я думаю, что все, кто был с ней связан, все, кто принимал участие в ее спасении, знают, какая она очень сложненькая, очень трудная девочка психологически. Но, тем не менее, вот она у нас чуть больше месяца. Такими, наверное, старательными усилиями мы добились очень-очень многого. Мы ходим на обычном поводочке, она очень спокойно, не тянет, не пытается убежать, не пытается перегрызть его. Он у нас слабенько держится, то есть я вот в руку вставляю. Много еще всего боимся. Страхов очень много, но мы стараемся их преодолеть. Она очень застенчивая девочка, даже на камеру не смотрит, да? Ну, пусть, ну посмотри, пожалуйста. Очень умненькая девочка, все понимает, послушненькая. Стали учиться уже играть. Мы стали рычать, кататься. Работы еще много предстоит, но мы стараемся. Всем привет! Друзья, я напоминаю вам о том, что ваша помощь для спасения бездомных якутят нужна постоянно, нужна ежедневно. Я благодарю вас за любую посильную сумму.